А сегодня мы будем снимать наш 5-й выпуск реалити-шоу «Не мужское, женское дело» о стереотипах профессии. И наша сегодняшняя героиня Дилафрус. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Дилафрус сегодня попробует себя в профессии плотника-столяра. Ты готова? Я готова. Всегда готова. Пойдем. Профессия эта, она очень востребована. Те мастера, которые занимаются этим делом, они без работы не сидят. У всех есть какие-то заказы. Вот. И людям это нравится, потому что все-таки, когда в доме из натурального дерева что-то сделано, это особый уют создает. Вот. И само изделие, его даже вот руками трогать приятно. Поэтому вот эта профессия, она никогда не исчезнет. Она всегда будет, единственное, она будет только совершенствоваться и совершенствоваться. Нынешняя молодежь, мало кто хочет освоить эту специальность. Но есть ребята, которым это интересно. Самый простой метод – это прийти к хорошему мастеру в ученики. За все время никого не было девушек. И я даже не знаю ни одного мастера, у которого бы в помощниках были девочки. Акюта Джон! Здравствуйте. Здрасте! Можно к вам? Как вы, Акюта Джон? Я нормально. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Стадион зовут. Очень приятно, Диля. Диля, да, мне про вас говорили уже. Чего-то хотите научиться? Да, я хочу научиться вашему ремеслу. Если можно, вы мне покажете все, что знаете. Мне будет очень интересно послушать. Для этого очень много времени надо. Ну, для начала давайте я вам цех покажу сначала. Хорошо. Давайте. Посмотрите цех. Я, например, очень много роликов в интернете видела, как девушки, например, реставрируют старые изделия, что-то делают своими руками. Казалось бы, такие вот мужские профессии, но это все делали девушки, хрупкие девушки, которые там орудовали разными инструментами. И мне это было всегда очень интересно. И как это вообще создается, эти узоры на деревьях. Всегда познавательно и интересно пробовать что-то новое, узнавать, понимать и потом в дальнейшем уметь это делать. И, возможно, потом уже продавать свои навыки, как-то нести в массу, тоже важно. Я не считаю, что профессии должны быть мужские или женские, они не должны делиться на какие-то гендеры. Это все работа, человек может все, если захочет, если ему это нравится. А если ему это нравится, то никто не вправе ему это запретить делать. Вот это вот станок, это распиловочный, здесь вот мы ДСП пилим. Он тяжелый? Можно попробуем? Нет, он не тяжелый, да. Вот сюда заготовку ставится и потом... И распиливаем, да? Да. Мелкие станки. А это вот станок, это фуговочный станок. Фуговочный? Да, фуганок это, вот на нем я вам сейчас покажу. Хорошо. И вот на вот этом станке все выровнено, оно вот все ровненько. Станки, они у нас все опасны, но вот это один из самых опасных станков, это фрезерный станок. А вот этот станок у нас на улице, это рейсмус. Рейсмус? Да, рейсмусный станок, он делает все одного размера. Вот Я уже столько информации, я еще не запомнила. много времени. У нас, например, в школе была технология, и мальчики всегда делали табуретки. Да, У вас тоже? У нас тоже так. Я вот тоже сейчас вот заготовки подготовил. И сейчас с вами одну табуретку соберем. О. Девушкам обязательно можно заниматься этим. Даже у девушек, я вот точно знаю, что они, во-первых, усидчивые, они такие щепетильные, у них даже может лучше получаться, чем у ребят. Ну, единственное, да, конечно, какие-то тяжелые заготовки поднимать им тяжело будет, но опять-таки рядом же кто-то будет. А то, что вот касается какой-то мелкой работы,
то женские руки, они для этой работы очень даже подходят. Самое главное – это техника безопасности. Никогда нельзя вот ножом на себя работать. Любая работа, она вот с эскиза делается. А это эскиз нашего табурета, да? Это вот эскиз табуретки, да. Эскиз табурета. Тогда можно начинать? Давайте. Супер. Значит, смотрите. Вот эти вот заготовки, это для ножки для табурета, для нашего будущего. Мы его сейчас должны откалибровать, чтобы они были все одного размера. Хорошо. Для этого мы включаем А можно я попробую? это вот это самое. Ага. Так, дальше. Теперь мы делаем, Надрезы? они называются проушины. Мгм. Вот. Вот за это я бы Не выходим? поругал. Это самое, потом, когда соберется, оно потом будет так же деревом крепить, и все, ничего страшного не будет. Вот. Ну, так задумано. Вот мы подготовили заготовки. Да, вот это вот заготовки вот для табурета. Да, клея много не нужно, потому что он не потек. Хорошо. Вот теперь нам надо это сюда зайдет, вот так вот. Вот это вот так. Все, я уже поставила. Все, берете меня, шогирды? Ну, сначала Еще нет, да? эту сторону тоже. Благодаря моим вырезам. 10 есть, указанный срок, как сделать. Так, сразу. Вроде нашел. Взять и подрезать. До отметки, да? Вот, ребят. Угу. Если криво будет, ничего страшного. А я уже до отметки? Вроде да. Все тебе переворачивать на ту сторону. Смотри, вот видишь отметка? Угу. Ты только смотри аккуратненько. Вот, и сильно не дави. Все вот так вот сделай. Раньше, вот Гульнора помнит, была газета «Коммунист Таджикистана» и «Вечерний Душанбе». А «Вечерний Душанбе» до сих пор еще есть, да? И там печатали объявления. Объявления, там кто-то поступать. И я выбрал строительно-реставрационное училище номер 61 в городе Ленинград. Тогда Ленинград он назывался. И все, отец мне взял билеты. И я уехал туда. С того времени вот с этими деревяшками. А это училище, знаешь, чем характерно? Чем оно знаменито, вернее? Чем? В этом училище учился Виктор Цой. Виктор Цой? Да. Он это училище заканчивал. И когда я поступал, он уже заканчивал, но он еще там был. Ну, несколько раз мы его видели там Виктора видели. Цоя? Да. Вау. Он тогда уже в таком плаще ходил в кожаном. Да, он тогда уже знаменитый был. Это очень круто. Эту часть смазываешь. Течет как сметана с губ, блин. Надо только на этом делать. Ты попала? Вот всё. Да.
Вы знаете, когда наши мальчишки работали на технологии, мы очень сильно боялись садиться на их стулья, потому что у них вот такие шаткие были, неровные. Они, если знали, что это они делают для вас, они специально делают так, чтобы кто-нибудь упал, чтобы посмеяться. Вот это вот струбцина. Для чего? Чтобы выровнять? Это чтобы зажать. Смотри. Держишь. О, Так вот держишь. Держи эту сторону. эту? Эту сторону, да, эту сторону держи. А эту сторону я подтяну. И вот так вот затягиваешь, и она вот, видишь, плотно становится. Да. Так. Теперь вот эту сторону. И все без гвоздей. Нет, гвозди ни в коем случае нельзя. Мы потом это оставляем, чтобы клей остыл? Не, он сейчас схватится. Угу. Сейчас пока крышку подготовим. Хорошо. Так, что-то не села. Крути вот эту сейчас. Наоборот. Не, туда, ага. И далее. Так. Еще один. Вот мы сейчас с вами делаем эту табуретку. Да. А вот если я, например, захочу дома сделать сама табуретку, либо какую-то уже мебель, например, шкаф, и если у меня нет этих инструментов, как можно вот на дому, используя просто обычные инструменты? Сейчас все очень просто. Мгм. Вот делаешь такой эскиз, там по размерам, вот, допустим, тебе нужен 2-метровый, там 3-метровый. Мгм. Делаешь расчеты. Потом едешь на мебельное, отдаешь им, они тебе напилят все это. Напилят заготовки. Ты придешь домой, как конструктор соберешь его и все. То, что вот мы сегодня с вами делали, это очень успокаивает нервы. Так все спокойно и... Да, спокойно. Вот, когда заноза вот так вот зайдет, вот этот палец зайдет, и оттуда вылезет, он Ну это мы тоже вырежем. туда сейчас опилки будут лететь. Мы уже с вами целую табуретку сделали. Я теперь могу спокойно сказать, благодаря вам, что я могу делать табуретку. А вы можете сказать, что вы любите свою работу? Да, почему нет? Конечно, ну, если вот сегодня вот просто дерево, а к вечеру сможешь табуретку сделать там или еще что-то другое. Интересно, когда вот что-то новое делаешь. Вот я сколько кроватей делал, да, вот двухспальной кровати, никогда я одинаковые не делал. Я всегда что-нибудь поменяю, что-нибудь другое Что-то сделаю. новое вносили? Да, потому что ну, неинтересно мне одинаковое делать. Я и шаблоны не оставляю никогда. Вот спинку вот такую сделаю, какую-нибудь шаблон, я потом его поломаю, выкину, чтобы второй раз такую не делать. А когда одно и то же делать, это вообще Это рутина. муторно, да. И сегодня вот так вот, благодаря Гульноре, вот пришла вот помощница. От нее дальнейшее зависит, если она захочет этим заниматься, ну, в чем, конечно, я сомневаюсь, но если вдруг, ну, мало ли, если вдруг захочет этим заняться, я с удовольствием возьму ее ученики, буду ее обучать, оберегать от всяких этих механизмов, чтобы куда не надо руку не попала. Вот. А у нее вот сегодня были моменты, когда она
с таким этим энтузиазмом, с таким интересом она вот инструмент в руки брала. Ну, например, самое главное, что я сегодня узнала, то, что табуретки можно строить и без гвоздей, оказывается. Можно это вообще гвозди не использовать, и что клей ПВА – это какое-то чудо-средство. Вот я сейчас сижу на этой табуретке, и я устойчиво сижу, все хорошо, это все держится на клей ПВА и золотых руках мастера. Еще я не знала о всех этих станках, которые мы сегодня изучали, которые мне сегодня показывал мастер. Я абсолютно об этом не знала. Как они называются, конечно, половину не запомнила, но не знала. И сегодня для меня было открытие именно вот все эти станки. Что еще могу выделить? Второе, например, самое главное, это эскиз. То есть перед началом работы мы должны обязательно начертить и представить, что мы хотим, иметь полное представление нашего изделия, его начертить и сделать точные замеры. Без точности у нас не будет правильного качественного изделия. Это было сегодня очень интересно узнать. Это вообще очень тяжело. У меня руки опять дрожат. Это по всему телу вот так вот. Это нужно вот так вот всем телом упереться, чтобы ничего не было. А ты думала, мы здесь пирожные кушаем, да? Я думала, да. Так, а что делаем дальше? Только крепко держи. Хорошо. А вот скажите, а если, чтобы обезопасить как-нибудь руки, можно с перчатками работать, например? С перчатками только вот ты когда доски разгружаешь, там, или таскаешь куда-нибудь доски, ты можешь... На станке категорически с перчатками нельзя работать. Я, честно говоря, не думал, что она с таким энтузиазмом вот так вот к этому подойдет. Я так в моем понятии было, придет человек, который будет так это издалека к этому смотреть, а нет, сама берет. Очень даже хорошо. Сегодня с мастером Акиото Джону мне было очень комфортно работать, мне было очень интересно. Видно, что мастер действительно знает о своей работе все, горит этим делом, ему нравится это дело. И был очень внимателен к моей работе. И очень много рассказал. Мне было интересно, познавательно и очень весело работать с этим мастером. Самое сложное было удержать инструмент, который вот так вот себя трясет. Здесь действительно нужны сильные руки. Но это выполнимо, и вот как раз-таки Акиото Джон, он мне помогал, где-то что-то придерживал, где-то что-то направлял, поэтому хорошо, что в такой работе есть мастер, который, если что, тебе поможет, поддержит. Мы помимо еще табуретки сделали ведь самодельные подсвечники, и, конечно, это буду все свои навыки я буду использовать в уже своей повседневной жизни. Табуретка обыкновенная, made by Диля. Сейчас будет обзор на мою табуретку. Вот такая она у нас, обычной формы, но сделанная руками необычного мастера.